города Алматы есть такое место, где можно сразу увидеть спокойное озеро, бурно бегущие реки, водопады, устроить рыбалку, подняться высоко в горы на бескрайнее плато и даже, если повезет, увидеть самые яркие и настоящие звезды. Ну что, догадались? Тургень – это место, где можно найти отдых на любой вкус. Трекинг, рафтинг, покатушки на внедорожниках и мотоциклах. Если хотите устроить полноценное путешествие, то начните с посещения озера Исык. Да, оно находится не в Тургенском ущелье, но по пути. Дорога, хороший асфальт, большая парковка и прекрасное озеро. Особенно шикарный вид открывается сверху. Мне его форма напоминает сердечко. Пофотографировались, перекусили и отправляемся в ущелье Тургень. Первое, что я вам советую сделать в Тургене, так это порыбачить на форелевом хозяйстве. Рыбы здесь много, и кажется даже, что она клюет на все, даже на пустой крючок. Опа! Вот он, я поймала рыбу! Я не рыбак, но кажется, будто теряется магия ловли рыбы. Но зато каждый гарантированно испытает радость победы. За пойманную рыбу нужно заплатить. Сюда нельзя приезжать со своей удочкой, зато ее можно получить прямо здесь, за 300 тенге в день. По мне так достаточно доступно. Зато как интересно и увлекательно, вы даже не представляете. Это обязательно нужно попробовать. А рыбку, которую вы поймали, вам могут приготовить прямо здесь. Красота! Форель. Автобусы привозят сюда толпы туристов, которые отправляются увидеть Медвежий водопад. Видели указатели? Милые, да? Так, Аюла Саркрамаса, Медвежий водопад, значит нам туда. Надеюсь, подъем тоже легкий и милый. Пойдемте. Пеший путь составляет чуть больше 1 километра. Заблудиться сложно, тропа очень хорошо протоптана. Говорят, в Тургенском ущелье около 7 водопадов. Это один из самых красивых водопадов, потому что вода падает нужным образом. Не знаю, как объяснить, но очень красиво. То есть, если мне говорят водопад, то я его представляю именно так. По легенде, много лет назад здесь проживало целое семейство медведей. Мы идем на второй водопад, который называется Кайракский, и добираться до него нужно аж 8 километров. Это такой челлендж. Ну что ж, не будем терять время. Если тропа будет проходить среди таких красот, то время пролетит незаметно. Надеюсь, Кайракский водопад мне понравится больше. Ух ты, какое местечко! Вы знаете, мне нравится сам путь к водопаду. Столько всего интересного, как будто бы маленькое приключение внутри большого. Я дошла. Да, водопад красивый. Нет, он не лучше Медвежьего. И да, сюда однозначно нужно идти.
я готова прикоснуться к жемчужине Тургенского ущелья – плато Осы. Чем выше поднимаетесь по ущелью, тем больше дикой природы и меньше цивилизации. Всегда по дороге на плато Осы меня охватывает какой-то трепет. Это невероятно красивое место, и я будто еду в отчий дом после долгого отсутствия. Плато Осы – это не только рай для туристов, а еще и настоящий жайлау, где чабаны пасут свои стада. Мы должны сохранить эту природу в первозданном виде. Здесь на самом деле отдыхаешь от городской суеты. Когда я смотрю на обсерваторию, первое, что приходит на ум, это Байтерек. Мне бы очень хотелось попасть туда и узнать, что же внутри, но территория ограждена колючей проволокой. Мне кажется, что это место может пользоваться большой популярностью среди туристов. Самый большой плюс этого места в том, что оно находится недалеко от Алматы, всего чуть больше 60 километров от города. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Оставайтесь с нами и узнавайте много нового и интересного о бескрайних просторах Казахстана и его природе. Ну а пока все. Пока-пока.